алейкум, сайыклы телесерджилерimiz. Эфирде Gönül-Gönülden yayınımız ve memnuniyet ile men sizlerni bugungi musafirimizni tanish etmege isteyim. Bunan Felsefe institutining Sharq felsefesining tarix bo'ligini mudiri, felsefe ilmlari nomzodi Олег Ярош. Ассаламу алейкум, Олег Удя. Алейкум ассалам, Эльмаз Ханум. Спасибо, что пригласили. Спасибо вам. Если вас попросить коротко рассказать, кто вы есть, что бы вы ответили? Я украинский ученый, исследователь религии, прежде всего ислама. И если уже, так сказать, сузить поле, то я исследую исламскую интеллектуальную традицию, а также современный ислам в Центральной и Восточной Европе. А каким был ваш путь не только научный, но и духовный? Как вы пришли к исламу? К исламу я пришел уже, можно сказать, достаточно давно. В 97 году я принял ислам, но до этого достаточно долгое время интересовался исламом. Я свой духовный путь, духовные поиски начал еще в конце Советского Союза, будучи студентом, историком Одесского университета. И они меня сначала привели в католичество, и в этих поисках я настолько углубился, что попал в семинарию католическую в Варшаве, где я учился 2,5 года. Но уже перед тем, как я поехал на учебу, к тому времени я уже закончил Одесский университет, я уже тогда интересовался исламом, читал много литературы по исламу, суфизму. И изучая философию, изучая теологию, у меня возникали определенные вопросы, которые еще, можно сказать, более глубокие парадоксы возникали, чем в начале. И я постепенно пришел к мысли, что ислам является истинной религией, которая подтверждает пророческую традицию, которая предшествовала учению всех пророков, которые были до Мухаммада, пророка мир ему. И также я интересовался различными течениями ислама, в частности суфизмом, что в свою очередь привело меня уже к тому, что я в 1997 году произнес шахаду. А насколько сложно сегодня оставаться настоящим мусульманином? И вообще, что такое быть настоящим мусульманином в 21 веке? Что такое быть настоящим мусульманином? Быть настоящим мусульманином — это следовать примеру пророка, саллаллаху алейхи вассалям. То есть богооткровенной традиции, которая была явлена в Коране, в Сунне. Насколько сложно? Мы живем сейчас в эпоху, хотя многие критикуют либерализм. В либерализме есть как бы и позитивные стороны, и негативные. И одной из, скажем так, позитивных моментов является толерантность. Да? Толерантность, которая, конечно, имеет свои границы, и иногда она очень избирательно, но тем не менее сейчас ислам в Украине и в европейских странах быть мусульманином гораздо проще, чем, допустим, в советское время, где это грозило разными, вплоть до дисциплинарными мерами, вплоть можно даже было попасть или в психиатрическую лечебницу, или в тюрьму. Сейчас, альхамдулилля, этого нет, можно свободно практиковать религию. Конечно, определенные ограничения есть, но они как бы связаны это как бы с некими социальными стереотипами и культурными стереотипами, не более того. То есть у нас государство достаточно в этом плане открытое, то есть у нас свобода совести, она не только декларируется, но и она может быть свободно реализована. Хотя некоторые проявления исламофобии, недоверия определенного имеются, но в целом как бы особых проблем не возникает. А расскажите о украинском исламе, как он развивается и с какими проблемами сталкиваются мусульмане в Украине? Ислам в Украине развивается, в принципе, по модели, я бы назвал это центральноевропейской модели. То есть у нас есть достаточно большая группа
этнических мусульман. Это прежде всего, конечно, крымские татары. Это волжские татары, которые переселились во времена Российской империи и во времена индустриализации. Вот, также отдельные группы. То есть у нас есть, ну, назовем их автохтонными, да, автохтонным мусульманским населением. Плюс у нас есть мигрантский ислам, натурализированные мигранты с разных стран, и с бывших республик Советского Союза мусульманских, и из стран Средней Азии, Афганистан, там, Ближнего Востока. Вот. И как бы другие группы мусульман. То есть эта ситуация, она во многом напоминает как, ту же Польшу, хотя, конечно, у нас мусульман гораздо больше, чем Польша. Вот. И страны, где есть как бы этнические группы, да, мусульман. У нас, поскольку государство занимает нейтральную позицию, оно не является, то есть у нас, в отличие от той же России, где государство играет активную роль, оно определяет, где правильный ислам, где неправильный ислам, разными мерами, в том числе и мерами дисциплинарными, как я их называю. Да, у нас ситуация даже лучше, чем в некоторых странах Западной Европы, как Франция, например. То есть у нас государство не пытается диктовать свою волю мусульманским организациям. То есть мы пользуемся религиозной свободой в значительной степени. Вот. Есть как бы негативные некоторые аспекты, вот, но они не выходят, в принципе, за рамки допустимого. То есть мусульманские общины, безусловно, сталкиваются с некоторыми проблемами. Ну, все знают об обысках, которые были в общественной организации Аль-Рая, да, проводились там в разных центрах. Некоторые общины были запрещены, организации мусульманские в Одессе и в других местах. Разные основания были для этого. Но в целом нельзя говорить, что государство занимает какую-то там жесткую позицию или что у нас есть какое-то, скажем так, неприятие мусульманской организации со стороны государственных органов. Достаточно политика, достаточно мягкая, толерантная. Вот. И ислам у нас развивается, как я уже сказал, в принципе, по европейской модели, с той спецификой, что у нас все-таки, в отличие от стран Западной Европы, где мусульманские общины возникали под влиянием миграции, у нас все-таки наша специфика тоже специфика той же Польши, это наличие коренного автохтонного мусульманского населения. Сегодня говорят очень часто, много говорят о том, что есть традиционный и нетрадиционный ислам. Откуда взялись эти термины? Или это просто манипуляция определенных духовных лидеров? Ну, это конструкт, конечно, теоретический, традиционный ислам. И он может, то есть, говоря о традиционном исламе, мы можем говорить о традиционном исламе как бы в трех аспектах. Первый – это как бы в богословском аспекте, да? Что такое традиция? Традиция – это богооткровенная традиция, да? Накль. Во втором аспекте, если мы будем говорить о традиции, это историческая традиция, это форма бытования ислама, исламской практики, характерная для того или иного региона. Для тюркского мира характерным является ханафитский мазхаб и матуридитская акида, например. Если мы говорим, что для крымских татар, допустим, ханафизм – это традиционный ислам, то мы имеем в виду прежде всего историческую традицию. В антропологии и социологии религии традиция означает, как один из современных ученых Талал Асад, сын Мухаммада Асада, нашего, так сказать, известного земляка, он американский ученый, в Нью-Йоркском университете преподает сейчас, он называет ислам, понимает как дискурсивную традицию, как совокупность разных дискурсов, практик, которые и социальных, и религиозных, которые восходят к определенным нарративам в священных текстах. Эти нарративы могут интерпретироваться разными и учеными, и простыми мусульманами, и разными группами мусульманскими. И все это формирует некую единую традицию. Вот это и есть как бы понимание многих социологов. Когда же мы говорим о традиционном и нетрадиционном исламе в публицистическом смысле,
как многие делают. Тут речь идет о том, что некое течение ислама не соответствует какой-то там воображаемой традиции, которую кто-то конструирует. Как правило, это какие-то политические силы и так далее. И тут как раз возникает опасность, что мы можем навешать эти ярлыки нетрадиционные на те течения, которые почему-то нам не нравятся. То есть богословы могут спорить, какое течение, насколько оно соответствует богооткровенной традиции, да? И насколько разум может, акль может, нужен ли нам следование таклиду, просто таклид, да, как следование традиции, или мы ичтихад можем делать, да, некая интерпретация, да. Вот. Но это все в сфере богословия. Когда же это все переносится в сферу публичную, в сферу политики, то оно очень часто может стать инструментом какого-то давления, ограничения свободы слова, свободы вероисповедания. Поэтому я считаю, что когда мы говорим о традиционном, мы должны четко понимать, какой смысл выкладываем. Или это манипулятивный конструкт, или же это как понятие, относящееся к тем 3 сферам, о которых я говорил. Теология, историческая традиция или как термин социологический, антропологический. Вот вы исследовали ислам в Европе. Вот знаете, в Украине и среди крымских татар есть такая, знаете, европейская модель ислама, даже есть такой термин, как евроислам. Правда ли это? Или это просто представление некоторых людей? Ну, говоря, опять же, о крымско-татарском исламе, ну, он имеет богатую очень традицию, восходящую к средним векам. И история как бы ислама в Крыму, она непосредственно связана с культурой, с этногенезом крымско-татарского народа. Поэтому сказать, что что европейская традиция, что традиция крымских татар это евроислам, это было бы некое, так, упрощение. Вот. Но я бы сказал, что модель развития ислама в Крыму до того, как эти процессы были искусственно прерваны в результате оккупации, когда совсем другая модель отношений государства и религиозных организаций российскими властями там внедряется, то, в принципе, те процессы, которые происходили в Крыму, они похожи были на те, которые происходят в европейских странах. То есть возникала целая палитра разных религиозных организаций, которые занимались религиозной деятельностью, призывом религиозным, они в той или иной степени конкурировали между собой, то есть не было вот такого как бы вражды и противостояния, и тем более, это я как бы опять же слишком раженную картину рисую, но не было такого вот жесткого прессинга со стороны государства, да, но была как бы конкуренция, которая иногда выходила за рамки, скажем так, вот сугубо религиозной сферы, но тем не менее. Вот. Что касается евроислама, то евроислам, опять же, можно понимать как традицию ислама современного в Европе, вот, который связан с развитием мусульманских организаций, которые имеют, в свою очередь, возникают под влиянием миграции и так далее. А можно понимать как некий, допустим, Басам Тиби или Тарик Рамадан. Тарик Рамадан понимал, к примеру, евроислам как активное участие мусульман в общественной жизни европейских стран, что они не должны закрываться, не должны только, так сказать, сосредотачиваться на проблемах, которые для них важны, они должны жить интересами общества, в котором живут. И, значит, Басам Тиби, это другой известный интеллектуал, европейский исследователь, говорил, что европейский ислам, по сути дела, это тождественно либеральному исламу. То есть мы должны отказываться от неких там культурных норм, связанных с исламом, которые принесены, значит, из стран, из которых мигрируют мусульмане, а оставляют только духовные аспекты, значит, культурные нивелируются. Ну и это есть залогом успешной интеграции в европейское общество. Очевидно, что для крымских татар такое понимание евроислама было бы неприемлемо, поскольку очень важны как раз культурные традиции, язык, история и так далее, историческая память, поскольку крымские татары не являются мигрантами в Крыму и в Украине, они коренной народ.
Вот. Поэтому я бы, если говорить о европейской модели, то это скорее мне бы, скажем так, в понимании Тарика Рамадана, что это ислам активный публично, ислам, который побуждает людей участвовать в общественной жизни, продвигать интересы своего сообщества, скажем так, с учетом интересов других общественных групп. Вот это. Ну, если в продолжении темы, можно сегодня наблюдать, что очень много сторонников консервативного ислама. В свое время Исмаил Гаспринский боролся с академистским движением. Вот, а где найти вот эту грань между умеренностью и чрезмерностью? Вот опять же вопрос, на него очень сложно ответить в двух словах. И Исмаил Гаспринский пытался, и многие другие. И сегодня есть эта проблема. Сегодня и джадидисты пытались. Но я вот считаю, что главным приоритетом для всех мусульман должно быть стать единство ума. И я, вот каким образом? Все об этом говорят, единство ума. Вот, но я хочу сказать, что у нас сейчас, в принципе, по некоторым аспектам наиболее важным, фундаментальным, да, оно присутствует в Украине. Вот когда была, допустим, хартия мусульман Украины подписана там, и так далее, то подписывали не только, скажем, организации, которые инициировали это, но и те, которые считаются представителями консервативного ислама в Украине. Да? Хотя по другим вопросам они могут расходиться. Как ноги ставить в намазе там, и так далее, и по другим вопросам, скажем, теологическим. Но если мусульманские группы, течения и организации, их представляющие, настроены на диалог, на конструктивный диалог, то они всегда найдут. Потому что мусульмане, опять же, они в рамках, если мы берем Талал Асада, они в рамках определенной традиции. Все признают Коран, все признают Сунну, все признают акиду, а уже вопросы следованием масхабам или следования чему-то другому, это уже вопросы частные, которые решаются. И если мусульмане сосредоточат свое внимание не на этих богословских проблемах, а на решении проблем, стоящих перед ними, перед умой, перед каждым членом, то тогда, и они при этом настроены на конструктивный поиск решения, тогда они придут к согласию. Но если же они замыкаются каждый в своей башне из слоновой кости и только направо-налево такфиры раздают, то тогда никакого диалога не будет. А и тогда здесь и как? Вот сейчас все. как, учитывая то, что крымские татары вынуждены переехать, да, много джиматов, вы не наблюдаете, что здесь происходит? Я хочу сказать, что я достаточно давно как практикую, то есть я и хожу в мечеть, и уже два десятка лет, и видел, как, ну, по крайней мере, вот с 2000 года, как здесь все это, с начала 2000-х, как оно здесь все развивалось. Сначала не было такой поляризации, вот. И было, скажем так, как минимум, ну, несколько центров. Если Крым это отдельно было, на материковой Украине было как бы два центра, плюс еще в Донецке там своя специфика отдельная была. Но это как бы такой анклав тоже, он как бы такой был как бы достаточно закрытый, да. То в материковой Украине, где не так много мусульман, в принципе, в сравнении с Крымом, но, тем не менее, достаточно активная община, было как бы определенное как бы противостояние, да. То когда стали развиваться другие организации мусульманские, которые, часть людей, которые сейчас в них, они начинали вот или в той, или в той. И уже появились уже здесь какие-то там некие трения. Но опять же, эти трения не выходят за рамки просто обычной нормальной полемики, которая имеет место. Я, поскольку достаточно долго, ну, может быть, конечно, не так долго, как в исламе провел в католической церкви, но я изучал теологию и так далее, я могу сказать, что между теологами католическими бывают гораздо более острые противоречия в рамках одной церкви, католической церкви, вот, в рамках одной церковной иерархии, церковной структуры, чем между представителями, чем полемика между представителями разных религиозных организаций, если, опять же, если они не занимают непримиримой позиции.
То есть эта полемика, она достаточно, ну, не имеет таких последствий. Но опять же, когда возникает проблема какая-то, которая несет или важна для мусульман, или она может какую-то угрозу представлять для мусульманской общины в Украине, то большинство организаций вокруг нее объединяются. Но есть, конечно, и такие, которые изначально вот, упираются, вот только мы правы и все. Но если они готовы идти на компромиссы по вопросам важным, вот, то мы видим, диалог есть. Все-таки большинство организаций мусульманских в Украине, они в этот диалог вовлечены. Основная тема ваших исследований – это суфизм. Да. И вот в чем суть суфизма и что может дать суфизм рядовому мусульманину? Суфизм, опять же, это достаточно сложное явление, оно вековую историю имеет. Опять же, на протяжении веков менялись доктринально, и как социальный институт претерпевал суфизм изменения. Вот. Ну, как учат сами суфии, суфизм это и есть как бы ислам, это и есть следование пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, наиболее как бы совершенным способом. То есть он является примером для каждого суфия. И, конечно, вокруг этого уже там разные доктрины, которые не всеми принимаются. Но сейчас, скажем так, вот в некоторых регионах термин тасаввуф, допустим, не используется. Допустим, в Индии многие общины суфийские говорят не о тасаввуфе, а о таския ва ихсан. То есть очищение и красота. Да? То есть что такое тасаввуф? Тасаввуф – это добрый нрав. Чудеса, тут ссылается на Джунайда Багдади, одного из ранних суфиев, да, что чудеса, они как бы вот эту, наоборот, они эту чистоту веры, чистоту поклонения, они как бы загрязняют, они не нужны истинному мумину. Вот. И максимум является хадис, да, что поклоняйся Аллаху так, как будто ты видишь его, потому что если ты его не видишь, он видит тебя. Вот. То есть вот это как бы вот это то минимальное как бы базовое ядро тасаввуфа, вокруг которого исторически уже выросли разные социальные институты в виде тарикатов, в виде там культа святых, авлия, всякие эти мазары, зияраты. Вот, целая там литература, таскират, то есть там воспоминания о святых, деяния святых, там поэзия суфийская, разные жанры музыки, вот. Это все как бы, но ядро, оно абсолютно, оно, скажем, глубоко укоренено в неспосланной традиции, и если так понимать, то мало найдется мусульман, которые это будут критиковать. А вот уже исторические формы, они уже были предметом критики. И сейчас, и то, что сейчас говорят, что суфизм сейчас является предметом критики, оно было и раньше. И критиковали и за нововведение, и за излишество и так далее. Вот давайте подробнее об этом. Вот в Крыму суфизм был достаточно хорошо развит, и известно очень много крымских суфиев. Да? Но вот сегодня воспринимают суфизм как неправильную версию ислама, как народную. Почему так? Ну, тут как бы несколько причин. Ну, во-первых, традиция суфийская во многом была, если не искоренена совсем, но она была нанесенный был сильный достаточно удар еще во времена советской власти. Поскольку, в принципе, столкнувшись с сопротивлением советской власти в Центральной Азии, которые активно участвовали как раз представители тарикатов, да, басмаческое движение, это было, по сути, дервиши воевали с буденовцами или кто там был, не знаю. Вот.
то в Крыму, естественно, тоже опасались мобилизации, да, социальной какой-то мобилизации, поэтому они как раз подвергались репрессиям, прежде всего, вот представители как раз вот. Там даже какие-то, я слышал, легенды рассказывают о шейхах, которые там исчезали, когда там приходили НКВДисты, что-то их там. Вот. Ну, так или иначе, пострадали все институты религиозные, мусульманские. Ну, Крым, как известно, и раньше, еще до... Крым всегда страдал. Да, страдал всегда. И последний удар уже нанес, предпоследний, потому что Сталин еще в 1944-м, а сейчас Россия нанесла. Но один из существенных ударов нанесла советская власть. И с этого времени, естественно, все ушло как-то так вот, развеялось, часть, может, в подполье ушло. Многие выехали, вообще в Турцию бежали. Вот, естественно, если нет институтов, нет людей, естественно, традиция приходит в упадок. Но она остается как бы в исторической памяти, она остается в преданиях, она остается в текстах, которые остались, много текстов разных. Коллеги, которые исследуют практики религиозных меценатов, говорят, что вот некоторые дува, которые читаются, да, тексты, это их части были вирдами, то есть духовными практиками братов, которые существовали там, Хальватия, например, на территории Крыма. Памятники остались, такие дервишей. Алифа Ханум Ишлавская, которая сейчас долгие годы этим занимается памятником. Вот. Опять же, зияраты, которые остались. Тоже эта практика, да, народного. Сейчас эта практика осталась как то, что являлось неким, скажем так, то есть в Крыму, можно сказать, исчезла основа, да, поскольку не осталось шейхов, там, хотя там Осман Нури Табаш пробовал турецкий организовывать что-то, известный нажманийский шейх, ну, как бы местных крымских не осталось. Вот. Но осталось то, что не является основой суфизма, а сопряженными некими культурными там, проявлениями, феноменами. Вот они как раз остались, народные. Да? Это такие практика традиционные. Да, зияраты, всякие там священные источники. Там, кто-то там похоронен, неизвестно там на самом деле это кинотаф или какое-то просто там пустое место, никто там не похоронен, просто камень стоит. То есть это суфийская традиция посещать? Ну, посещать, да, но там по преданию там кто-то или сподвижник был похоронен, или какой-то святой известный. Ну, и зиярат, эта практика, да. Ну, она изначально, да, связана, восходит к суфизму, но она потом стала элементом такой вот в бытовании ислама, ну, у многих народов, у тюркских народов, в частности, и в других регионах. И вот это осталось. Но изначально это не есть как бы вот элементом важным, существенным, основополагающим для суфизма. Это практики, связанные с ним, но поскольку исчезла основа, остались вот эти практики, и постепенно вот они вот выродились в такие как бы народные формы, вот, которые, тем не менее, так или иначе, они восходят все-таки к исламской традиции. Вот. И, как я уже сказал, вот даже есть свидетельство тому, что вот эти вирды сохранились в форме дува. Скоро выходит ваша книга об исламе в публичной сфере. О чем она? Насколько она будет интересна украинским мусульманам, крымским татарам? Эта книга посвящена с одной стороны, скажем так, анализу концепции публичной сферы, которую в современную социальную теорию ввел Юрген Хабермас. И Юрген Хабермас связывает ее с развитием западного общества, буржуазного общества, когда возникают клубы, когда возникают вот эти сферы, которые, с одной стороны, ну, не связаны непосредственно с экономической деятельностью, с другой стороны, не контролируются государством. Это сферы коммуникации, обмена мнениями, где формируется общественное мнение. Сначала это были клубы, потом появились газеты, ну и так далее, и так далее, и так далее. Ну, у него было очень оптимистическое сначала видение этой публичной сферы. Он как сферы свободного обмена, поиска консенсуса, коммуникативного действия. То есть, когда возникал некий общественный запрос, и при помощи этого запроса осуществлялось влияние на политику. Но, как показали дальнейшие процессы, и что СМИ сами являются объектом, они не просто информируют и не способствуют диалогу, они выражают определенные интересы политические или какие-то экономические группы, они являются
источником средством манипуляции, социальные сети, которые тоже как бы некую иллюзию свободного пространства давали, то же самое, эти боты, фейковые всякие там, новости и так далее. То есть сфера вот эта публичная не является такой уж свободной. То есть это сфера не просто обмена, а некого как бы такого вот достаточно, ну если не противостояния, то пока не острой полемики по вопросам социальным. И я ставил как бы себе задачу показать, что эта сфера, вот эти просторы публичности, они не являются исключительно феноменом западной цивилизации. И теоретически эти вопросы поднимались мусульманскими мыслителями, такими как Ибн Хальдун, в частности, вот, Аль-Маварди. Кроме того, в домодерный период институты в исламском мире существовали, которые можно отнести как бы к сфере публичной. Вот. Те же суфийские тарикаты. Вокруг них формировались разные братства, там, людей, которые не были тесно связаны, не были там дервишами, но, опять же, вакфы тоже. Вот, там интересные инструменты действовали в вакфах. Вот. То есть все это нам дает основание считать, что вот этот феномен развития публичной сферы сейчас в мусульманских странах не является неким импортированным из Запада, а является как бы продолжением традиции. То есть, безусловно, в эпоху глобализации есть влияние, его не следует отрицать, но сама публичная сфера, понятие публичной сферы, она укоренена исторически в развитии вот, мусульманских обществ. Это, ну, ярким примером развития мусульманской публичной сферы является вот арабская весна, да, вот когда вот эта социальная мобилизация, которая осуществлялась, вот, она как раз вот в публичной сфере и была. Я также в этой книге показываю состояние современной публичной сферы в западных странах, а также в Польше и в Украине. Показываю различные общественные движения, которые связаны с исламом, их роль общественную и так далее. И в завершение я пытаюсь, опять же, представить, какая модель развития публичной сферы лучше всего подходила бы мусульманам, которые находятся в странах мусульманского меньшинства. То есть один характер носит публичная сфера в странах мусульманского, я не говорю мусульманская страна, потому что, опять же, что такое мусульманская страна? Это халифат, или это какая-нибудь мусульманская республика, такая как, например, Афганистан или Пакистан, да, где инкорпорированы нормы шариата в право, да, в Конституцию. Вот. Я говорю страны мусульманского большинства, потому что многие страны, там, по сути дела, диктаторский режим, а там мусульманское большинство. И страны меньшинства, то есть это страны, где существует диаспора, это, ну, мы называем их условно западными странами. Вот какие модели для них наиболее приемлемы? Есть, на мой взгляд, есть три. Первая – это модель, вот, о которой мы с вами говорили, это евроислама, это максимальная как бы декультурация, то есть отказ от традиций культурных, связанных с исламом, максимальная интеграция в социокультурную среду западную, то есть, вот, это принятие либеральных ценностей, даже если они могут какие-то противоречить исламским нормам. То есть вторая модель – это модель диаспорная. Это развитие альтернативной мусульманской сферы публичной. Это, это, опять же, это некое капсулирование. То есть это когда мусульмане уходят с головой в свои собственные проблемы, мобилизуются только для того, что для них важно, допустим, там публичное ношение хиджаба, да, или что-то там еще, там, но игнорируют все другие проблемы, которые стоят перед тем обществом, в котором они живут. Если первая модель отталкивает таких, вот, скажем так, консервативных мусульман, то вторая отталкивает как бы мусульман, которые либеральные, но в то же время многие консервативные мусульманы не выдерживают прессинга
особенно молодое поколение мусульмане. И они, многие из них для того, чтобы, которые второго, там, третьего поколения, которые хотят стать частью общества, они вынуждены идти тогда на разрыв с этой традицией. То есть они ее тогда отвергают, это все болезненно переживают, могут быть какие-то конфликты с родственниками и так далее. Когда они от некоторых традиций отказываются для того, чтобы больше интегрироваться. То есть это тоже не идеальная модель. И, наконец, третья модель – это модель, модель публичной активности. Когда, с одной стороны, мусульмане, исходя из своей религиозной идентичности, активно участвуют в процессах общественных. Ведь как бы регулирующим принципом публичной сферы является общее благо. Общее благо. Благо для всех членов общества, независимо от этно-конфессиональной принадлежности, политических взглядов и так далее. И вот эту позицию должны, то есть мусульмане, с одной стороны, не должны искусственно перенимать идентичность, светскую идентичность западную, для того, чтобы активно. Мусульмане не должны строить некий анклав этнорелигиозный и замыкаться. Вот. Они должны активно участвовать, но как носители идентичности. Угу. То есть, исходя из неких как бы вот основополагающих мировоззренческих принципов, которые определяют их как мусульман в мировоззренческом плане, но должны участвовать, конструктивно участвовать в диалоге с представителями других групп социальных, религиозных и нерелигиозных для общего блага, как бы оно ни понималось. Или это экономическая реформа, или это политическая реформа, или это какое-то другое созидательное действие. Вот это наиболее перспективная модель для мусульман, которые живут в окружении, скажем, не мусульман, где они составляют меньшинство. И эта модель для Украины. Для Украины это гражданского и так называемого ислама, да, о котором сейчас тоже говорят. Вот. Интересные модели. А вот в продолжение тем... Извините, когда вы сказали, что крымско-татарский ислам – это ислам европейский, сказал, что это как раз вот модель гражданского ислама, потому что как раз крымский татар всегда отличало вот это активное участие в проблемах общественных Украины в целом. Ну и еще одна важная тема. Вы знаете, в Украине ислам уже исследуется достаточно давно, а когда открываешь любой учебник по истории, то мы, когда пишут о крымских татарах, да, то мы видим повторение российских и даже советских представлений. Вот как это возможно изменить? Как это возможно изменить в России? Здесь. В России, мне кажется, ничего нельзя изменить. В России, естественно, там нельзя изменить, потому что там это уже переходит отношение к истории, к исторической памяти. Просто, это переходит даже образцы царской России, которые действовали просто запретами. Могли кого-то сослать в Сибирь, если к этому еще революционную деятельность приписывали. То сейчас просто за искажение истории официальной версии человеку могут дать вполне реальный срок, к этим историкам, который Александр Мох исследовал сталинские репрессии, посадили его на долгие годы, потому что потомки тех, кого он, палачей, карателей, которых он нашел в архивах, и духовные наследники до сих пор в органах работают. В Украине, по счастью, ситуация у нас гораздо лучше. Но проблема есть. Но проблема есть. Проблема связана с игноранцией, невежеством. Долгие годы. Вот я, опять же, хотя занимаюсь философией, я заканчивал исторический. То есть по первому образованию я историк. И учился я в советское время, можно сказать, начинал историю изучать. В 1988 году я поступил. Долгие годы вот это была российская имперская модель. Это народ российский, освободитель, который борется за свободу других славянских народов. А русские, украинцы, белорусы, все православные и все братья, а всякие бусурмане, начиная сначала от монголов, потом заканчивая татарами и турками,
это все враги, которые ничего хорошего не делали. То есть полностью игнорировались исторические факты о сотрудничестве Богдана Хмельницкого, в частности, который представлялся как герой освободительного движения, который потом привел к воссоединению братских народов. Вот. Сейчас, по счастью, отошли от этой модели, но некие, скажем так, остаточные явления, некие стереотипы остались. Для того, чтобы эти стереотипы полностью изжить, нужно развитие науки, чтобы развивалась историческая наука. И опять же, я могу констатировать позитивные как бы, изменения, у истоков которого стоял Емельян Прицак, известный тюрколог, который, так сказать, американский, один из столпов тюркологии современной, который вернулся на историческую родину, возродил институт востоковедения, дал не только, он дал толчок развитию тюркологии и османистики. Сейчас у нас, наверное, коллеги могут меня критиковать, там арабисты или кто-то еще, но османистика одна из наиболее перспективных и бурно развивающихся сфер исторического знания. И вот благодаря этому, опять же, можно сказать, Михаил Якубович, там, Середа, другие коллеги, историки и исследователи интеллектуальной истории, как Якубович, открывают вот эти неизвестные нам страницы. И теперь совсем другая картина вырисовывается, что Крым был одним из центров учености того времени, то есть средних веков и раннего нового времени. Что Крым, Украину, Речь Посполитую, Речь Посполитую, а позднее уже Украину казацкую, да, после войны за независимость, очень тесные связи связывали. Вот, и исторические, культурные и так далее. И это уже приносит и будет приносить свои плоды. Потому что, опять же, гораздо проще написать хорошее историческое исследование, чем потом донести мысль в этом исследовании до бюрократов, которые утверждают школьные учебники. Там я про эти процедуры, как они, эти учебники пишутся, как они, там, тендеры и прочее. Выигрывается, это все очень темные дела. Но я хочу сказать, что мало-помалу есть процесс позитивный. И мне кажется, что если так будет и дальше происходить, то ситуация изменится. И она уже меняется. По крайней мере, для людей, которые знают историю, уже нет. Наша история отношений Украины и тюркского мира, она уже не черно-белая. Ну а теперь я хотела бы поговорить и о вас. Какие исторические личности у вас вызывают наибольшую симпатию? Так сложно сказать сразу. Если взять украинские исторические личности, то Вячеслав Черновол. Вот. Вячеслав Черновол, один из Мустафа Джемилев, это люди, подвижники, в хорошем смысле этого слова, люди искренние, люди харизматичные. Вот, если бы мы говорили, вот американцы любят говорить об отцах-основателях, то можно сказать, что вот эти люди являются отцами-основателями. Причем я тут не разделяю украинский или крымско-татарский народ, они отцы-основатели Украины, поскольку Крым, крымско-татарский народ – это часть украинской политического этноса. Если брать в глобально-историческом масштабе, я не буду там в далекую историю уходить, 20 века, 20-го, может быть, 19-го, значит, в 20 веке Черчилль, то же самое. Уинстон Черчилль, который, в принципе, несмотря на все его негативные стороны, как бы, к нему можно много, конечно, но ту роль, которую он сыграл вот в начале войны, вот, та позиция, которую он занял, вот, верность принципам, она тоже заставляет уважать. Ну и мне нравится, опять же, я уже сказал, мне нравится, как бы так вдохновляют отцы-основатели, американские
Джордж Вашингтон, прежде всего, конечно, и также из американской истории Авраам Линкольн. Это люди, которые, опять же, которые не шли на компромиссы, которые ставили себе цель и как бы делали все, чтобы этой цели достичь. Цель эта была, безусловно, благая. Американская революция, по моему мнению, гораздо, она не так противоречива и не имела столько негативных последствий, как даже французская. Вот. И она, в принципе, я бы даже сказал, что больше американская задала динамику позитивных изменений, трансформаций как бы исторической трансформации в эпоху нового времени, демократизации, там, появления новых форм, то есть от перехода от монархии к демократии и так далее. То есть, мне кажется, американская была более глобальный исторический масштаб имела. Хотя, конечно, не умаляя. Вот. Авраам Линкольн, опять же, тоже человек, который во имя принципа аболиционизма, запрета рабства, он тоже шел на колоссальный риск, да, вот. Гражданская война, это было большое потрясение, да, для Америки. Тем не менее, вот он взял на себя эту ответственность и благодаря, хотя для того, чтобы эти принципы, которым он следовал, стали принципами общественной жизни и политики, прошло еще больше 100 лет, как известно, да? И пережитки эти, с ними сейчас американцы сталкиваются. Но тем не менее, вот эти личности, да, для меня они как бы являются определенным примером. Ну а теперь давайте о Крыме. Вы были в Крыму? Да, много раз. Ваши впечатления? Трудно в двух словах передать. Крым это целое. Во-первых, Крым это целый как бы отдельный, да, мир для меня, совершенно отличный от другой Украины. Даже сам Крым, его части уникальны каждая сама по себе. Вот степной Крым он один, горный Крым другой, южный берег. Я единственное не был на восточном, я в Керчи-Феодосии не был. Вот там я не был. А так я в разных местах был, и да, это уникальный феномен и культурный, исторический феномен, и прекрасная земля, прекрасная. У меня только хорошие были воспоминания, конечно, очень переживали. То есть я очень болезненно переживал. И зная историю крымских татар, историю возвращения, благодаря тому, что я общался с коллегами, которые этот процесс исследовали и тоже содействовали в некоторой степени процессу возвращения татар, зная, с какой потом и кровью это все давалось, и как это в одночасье сапогом российского солдата было, так сказать, раздавлено, придушено, то, Что будет дальше с Крымом? Давайте немножко о перспективах. О перспективах. Хотелось бы, конечно, верить, что есть дуа такой, Аллах скоро наказание. Да? Вот. И когда справедливая кара, так сказать, постигнет инициатора всего этого, то есть Владимира Путина, хотелось бы верить, что как-то изменится ситуация. Но мне кажется, что надеяться на кардинальное изменение подходов российских не приходится. Если мы сами ничего делать не будем, ждать, что либеральная российская общественность, посыпая голову пеплом и плача, скажет: забирайте Крым, дорогие братья украинцы, этого не будет. Потому что там ситуация тоже изменилась. Там ситуация изменилась. Вот я просто в начале 90-х годов тоже занимался политической деятельностью, был членом демократической партии, и мои коллеги ездили в Россию и очень поддерживали. У них была вера тоже в построение какого-то у широких масс российского населения, интеллигенции и так далее, было в какой-то там. Они хотели либерального общества западного типа. То теперь вот эти скрепы, так называемые, их не Путин придумал, они глубоко сидят. Для них Крым — это как у собаки кость отобрать. Я прошу прощения за такое сравнение. То есть у какой-нибудь там у бешеной собаки кость отобрать. Вот. Она будет кусаться до последнего. То есть это сама никогда не отпустит. Вот. Поэтому
только нам всем, и крымским татарам, украинцам, как части украинской нации, да, нам всем надо как бы мобилизоваться для этого. То, что мы сейчас видим, даже то, что те маленькие шаги, которые делала власть предыдущая, даже сейчас и этого не было. Если я не ошибаюсь, уполномоченного никак не могут назначить, да, даже такую малость сделать. То есть все это игнорируется, стыдливо замалчивается. Такое впечатление, что действительно, если изначально ставку Путин делал на том, чтобы откажитесь от Крыма, мы берем Донбасс, то сейчас как будто бы они хотят этой рукой все-таки эту подачку принять. Я считаю, что ни при каких условиях нельзя Украине отказываться от Крыма. Надо методично отстаивать свою позицию. Пусть на это уйдет еще время. Надо пробовать совершенно разные форматы, разные международные организации. И давление на Россию, хотя они говорят, что санкции не важно, то не важно, это не важно, оно имеет все-таки какое-то влияние. И я думаю, что хотя бы этот процесс все-таки, когда одна сторона все-таки признает, даже как Лукашенко сказал, да, не совсем демократично избрали. Хотя бы чтобы признание того, что референдум является не совсем, признание того, что мы не по референдуму у вас, не волеизъявление было, легитимное, признанное, а что мы сильнее, мы у вас забрали. Если хотя бы это они признают, и может быть какой-то тогда процесс дипломатический может быть начат, который бы так или иначе отвечал интересам Украины и прежде всего части ее народа, крымским татар, которые являются, это их историческая родина, и они имеют первое и наиболее весомое слово в этом процессе. Щиро вам дякую, çok sağ olunuz. Saygılı teleseyircilerimiz, programımızın yekünleyimiz ve hatırlatan programımızdan Mısafırı, Nano Felsefe İnstitutu'nun Şark Felsefesinin Tarixi bölümünün müdiri, felsefe ilimleri namzeti Oleg Yarış olğan edi. Bizlerni bazar günü seyretiniz, çünkü bizlernin daima meraklı.